Здравствуйте, ребята! Мы сегодня продолжим с вами решение задач на конденсаторы. И сегодня рассмотрим задачи из ЕГЭ 11 класса. Задачи с применением закона сохранения энергии и закона сохранения заряда. На следующем занятии, естественно, мы с вами будем усложняться, рассмотрим уже задачи из финала Олимпиады физтех 11 класса. Итак, прежде чем приступить к решению задач, давайте вспомним немного теории, а точнее вспомним закон сохранения энергии для цепи, в которой может находиться конденсатор или конденсаторы, резисторы, источник и, допустим, ключ. Итак, закон сохранения энергии в общем виде. Итак, электрическая энергия конденсаторов или конденсатора плюс работа источника плюс работа механическая. Эта сумма равна электрической энергии конденсаторов уже в конце какого-то процесса и плюс количество теплоты. Итак, это закон сохранения энергии в общем виде. Работу источника. Как можно найти? Работа источника. Это дельта Q, изменение заряда, на ЭДС источника. Дельта Q – это заряд, который прошел через источник. Давайте вспомним с вами, как найти энергию электрического поля конденсатора. Емкость конденсатора на напряжение между пластинами этого конденсатора в квадрате делить пополам. Или заряд на пластинах конденсатора в квадрате делить на 2С. Итак, С – это емкость конденсатора. Давайте вспомним, чему равна емкость конденсатора. Это есть отношение заряда на напряжение между пластинами, или на разность потенциалов между пластинами этого конденсатора. Так, давайте рассмотрим первую задачу, в которой даны два конденсатора без источника. Итак, задача из ЕГЭ 11 класса. Итак, конденсатор емкостью С1 10 микрофарад подключен, заряжен до напряжения У1 200 вольт. Этот конденсатор соединяют параллельно с незаряженным конденсатором, емкость которого С2 15 микрофарад. Вопрос, какое количество теплоты при этом выделится? Итак, для понимания этой задачи, я думаю, лучше всего нарисовать схему. Итак, вот у нас есть конденсатор емкостью С1, так, заряженный до напряжения У1. Давайте покажем, допустим, верхняя пластина положительно заряжена, нижняя отрицательно. Заряд на каждой пластине одинаковый по модулю и равен Q1. Так, дальше изобразим ключ. Ключ у нас разомкнут. Так, и второй конденсатор емкостью С2. Этот конденсатор у нас не заряжен. Давайте покажем, что заряд Q2 равен нулю. Так, что дальше происходит? Дальше замыкают ключ. Так, соединяют эти конденсаторы таким образом. Итак, что же дальше произойдет? Первый конденсатор начинает разряжаться. То есть с его обкладок начинает стекать заряд, и в цепи идет кратковременный ток. Вследствие чего вот эти проводники нагреваются и выделяется какое-то количество теплоты, которое нам нужно будет с вами найти. Итак, то есть у нас, еще раз, повторяю, первый конденсатор разряжается, второй начинает заряжаться. И происходит это до тех пор, пока напряжение между пластинами этих конденсаторов не станет одинаковым. Как только напряжения сравняются, то есть разность потенциалов на пластинах будет одинакова, все
этот ток в цепи прекращается. И давайте покажем, да, что заряд на первом конденсаторе равен Q1 штрих, заряд на втором конденсаторе обозначим Q2 штрих. Так, это C1, здесь емкость конденсатора C2. Так, как же найти количество теплоты, которое выделилось в результате перезарядки этих конденсаторов? Конечно же, используем закон сохранения энергии. Итак, давайте вспомним вот в общем виде, как у нас этот закон выглядит. Итак, начальная электрическая энергия конденсатора. У нас заряжен был только первый конденсатор. Давайте запишем энергию, как найти энергию этого конденсатора. Итак, емкость конденсатора C1 умножаем на напряжение U1 в квадрате и делим пополам. Так, что дальше идет? А дальше идет сумма работы источника плюс механическая работа. У нас здесь нету источника тока, как мы видим, так? Поэтому эта работа будет равна нулю. Также не совершается никакая механическая работа, то есть у нас не раздвигаются, допустим, пластины конденсатора, не помещаются между этими пластинами какой-то диэлектрик, то есть механической работы здесь тоже нет. Следовательно, пишем равно, и далее идет опять электрическая энергия уже в конце да, вот этого процесса, когда ключ замкнули и конденсаторы перезарядились. В данном случае, вот в конце, да, мы что видим? Что и первый конденсатор, и второй конденсатор, они заряжены, следовательно, обладают энергией. Так? Давайте запишем, чему равна энергия первого конденсатора. C1 на U в квадрате пополам плюс энергия электрического поля второго конденсатора C2 U в квадрате пополам. И плюс, не забываем, выделилось количество теплоты. То есть, когда, еще раз повторяю, да, шла перезарядка этих конденсаторов, цепи шел кратковременный ток, так, то есть заряд с одной пластины перетекал на другую, при этом эти проводники нагревались, выделилось какое-то тепло. Вот отсюда можно, конечно же, было бы найти вот это количество теплоты, так, выразить его. Но что нам неизвестно? Нам неизвестно напряжение, то есть какое стало напряжение между пластинами этого конденсатора после того, как эти конденсаторы уже полностью перезарядились. Не хватает еще одного закона сохранения заряда. Давайте вспомним, что заряд вообще-то никуда бесследно не исчезает. Так? Вот смотрите, нижняя, ну или верхняя пластина, можно любую из этих пластин рассмотреть. Вот, допустим, верхняя пластина. На верхней пластине был заряд Q1. Так? Дальше часть этого заряда перешла на верхнюю пластину второго конденсатора. То есть здесь плюс, да, нижние пластиночки не отрицательно заряжены. Вот, и поэтому мы можем записать, что заряд вот на этой верхней пластине Q1 равен сумме зарядов на вот этих верхних пластинах этих конденсаторов. То есть Q1 штрих плюс Q2 штрих. Хорошо, теперь давайте распишем эти заряды. Вспомним, что такое емкость, отношение заряда на напряжение, да, между пластинами. Отсюда можно выразить заряд. Итак, заряд Q1, заряд на пластинах первого конденсатора. Итак, расписываем, это емкость конденсатора C1 на напряжение между пластинами, оно было вначале равно U1. Равно Q1 штрих, емкость конденсатора C1 на напряжение равно U, плюс Q2 штрих C2 на U. Так, ну отсюда из закона сохранения заряда можно выразить напряжение. Вот это U, это C1, U1 делить на C1 плюс C2. И это напряжение мы потом подставляем уже в закон сохранения энергии вот сюда.
И получается уже одно уравнение с одним неизвестным, то есть нам неизвестно количество теплоты. Это количество теплоты мы можем выразить. Математикой, ребят, давайте я предлагаю сейчас не заниматься, не тратить время на это, чтобы побольше времени осталось у нас на изучение физических процессов. Итак, я запишу лишь конечную формулу. Количество теплоты равно С1 умножить на С2 умножить на О1 в квадрате и делить на 2 в скобочках С1 плюс С2. Так, если подставить сюда наши значения емкости С1, С2 и напряжения О1, то в ответе получится, что количество теплоты равно 120 миллиджоуля. 120 миллиджоуля. Так, хорошо. Эта задача, ребят, была на конденсаторы, в которых вот в цепи, вот в этой цепи у нас не было источника, да, напряжения. Давайте рассмотрим задачу тоже с конденсаторами, но уже появляется источник тока. Так, это задача также из ЕГЭ 11 класса. Итак, читаю условия. Источник постоянного напряжения с ЭДС 100 вольт. Так, давайте сразу запишем, что нам дано. ЭДС источника напряжения 100 вольт. Этот источник подключен через резистор к конденсатору, расстояние между пластинами которого можно изменять. Пластины конденсатора раздвинули, совершив при этом работу, а это у нас будет механическая работа, равная 90 микроджоуля. Итак, еще раз. Пластины конденсатора раздвинули, совершив работу 90 микроджоуля. Эта работа идет против сил притяжения между пластинами. Так, вопрос. На какую величину изменилась емкость конденсатора, если за время движения пластин на резисторе выделилось количество теплоты, равное 40 микроджоуля? Итак, на резисторе при этом выделилось вот столько тепла. Хорошо, еще раз, ребят, значит, нам известно, ЭДС источника постоянного напряжения 100 вольт. К источнику подключен резистор и конденсатор. Пластины конденсатора раздвигают, при этом при раздвижении пластин была совершена работа 90 микроджоуля. И когда эту работу совершали по раздвижению пластин, при этом на резисторе выделилось вот такое количество теплоты, 40 микроджоулей. Найти, насколько изменилась емкость конденсатора, то есть найти, другими словами, дельта С, разность, да, емкости. Итак, предлагаю сделать рисунок, изобразить такую схему. Итак, источник постоянного напряжения, резистор и конденсатор. Так, соединю это все последовательно. Итак, источник у нас идеальный. Так, ЭДС, источником 100 вольт, резистор. Сопротивление этого резистора нам неизвестно, но, в принципе, оно и не нужно. Итак, давайте запишем, что начальная емкость этого конденсатора была равна С1. Дальше что делают? Дальше раздвигают пластины этого конденсатора. Ну, можно и вторую картиночку изобразить. Опять же, тот же источник, тот же резистор, только пластины раздвинули. Так, теперь смотрите, когда пластины раздвигают, естественно, изменяется емкость. Емкость конденсатора будет уже другой и равна, ну, давайте обозначим С2.
И что требуется найти? Вот как раз требуется найти изменение емкости, то есть насколько изменилась емкость конденсатора. Ну, давайте так, дельта С, пусть это будет у нас С2 минус С1. Ну, из конечной емкости вычтем начальную. Так, а, так вот, в момент раздвижения пластин у нас на резисторе выделилось какое-то вот количество теплоты, известное, да, нам. Почему? Смотрите, то есть конденсатор у нас был, естественно, он, так как он у нас подключен к источнику тока, так, следовательно, у нас от этого источника тока зарядился. Ну, какой-то заряд на пластинах, ну, можно обозначить Q1. Да, дальше смотрите, раздвигают пластины, увеличивают расстояние между пластинами. Естественно, емкость будет изменяться, а следовательно, будет изменяться и заряд. Заряд уже в конечном итоге, да, как только перестанут уже пластины раздвигаться, заряд станет равным Q2. И вот этот заряд, смотрите, он, вот это изменение заряда, да, вот этот заряд шел через резистор и через источник этого напряжения. То есть когда, еще раз, да, то есть когда раздвигали пластины, на пластинах изменялся заряд, да, этот заряд начинал стекать, да, с этих пластин, и в цепи вошел кратковременный ток. Как только перестали двигать эти пластины, все, тока в цепи уже нет. И давайте посмотрим, что вот в первом случае и во втором случае чему равно напряжение между пластинами. Но мы видим, да, что в первом случае у нас конденсатор подключен к источнику напряжения, следовательно, напряжение между пластинами будет равно ЭДС источника. И во втором случае также, да, мы видим, что напряжение тоже будет равно ЭДС источника. Хорошо, как мы можем найти изменение емкости? Ну, понятно, что здесь нам придется записать закон сохранения энергии. Ну, скорее всего, наверное, да, закон сохранения энергии. Да, достаточно. Итак, хорошо, давайте смотреть. Вначале у нас конденсатор был заряжен. Запишем энергию этого конденсатора. С1 ЭДС в квадрате пополам. Давайте дальше смотреть. Совершена ли была здесь механическая работа? Конечно, есть. Значит, пишем плюс работа механическая. Есть ли здесь работа источника? Конечно. У нас конденсатор не отключили от источника тока, это очень важно, да, и через этот источник шел заряд. Следовательно, когда раздвигали, да, пластины, следовательно, мы пишем работа источника равно. Что в конце мы получаем? Давайте смотреть. У нас конденсатор, опять же, да, заряжен, так как да, он у нас к источнику тока подключен, но энергия поля, да, электрического поля конденсатора, она будет уже равна С2, потому что емкость изменилась, на ЭДС в квадрате пополам. И плюс еще при этом выделилось какое-то количество теплоты. Так, давайте смотреть. Механическая работа нам дана, да, в задаче. Количество теплоты нам тоже дано. Мы не знаем вот эту работу, да, источника, а точнее работу сторонних сил внутри источника по перемещению заряда. Ну, давайте вспомним формулу, как найти работу источника. Это дельта Q на ЭДС этого источника. Что такое дельта Q? Дельта К, то есть как мы найдем, какой заряд прошел через вот этот источник напряжения? Как это определить? Мы смотрим, а как менялся заряд на одной из пластин этого конденсатора. То есть вначале был заряд на пластине Q1, так, потом стал заряд уже в конечном, да,
итоге стал заряд на пластине Q2. И вот эта разность заряда на пластинах, да, на пластине, это и есть как раз дельта Q, да, нам показывает, какой заряд прошел через источник. То есть из Q2 вычитаем Q1 и умножаем на EDS. Хорошо, теперь давайте я дальше продолжу. Давайте вспомним, а как найти заряд на пластине? Заряд мы можем найти как емкость на напряжение. Итак, Q2. Заряд Q2– это емкость C2 на напряжение, равное EDS, минус Q1 заряд– это емкость C1 на напряжение, равное EDS, умножить на EDS. Так, ну здесь можно EDS вынести за скобки, и в скобочках получается C2 минус C1 умножить на EDS в квадрате. А вот чему равна работа сторонних сил внутри источника напряжения. Так, хорошо, теперь мы это подставим нашу формулу закона сохранения энергии и получим C1 EDS в квадрате пополам плюс механическая работа плюс работа источника C2 минус C1 умножить на EDS в квадрате. Так, равно c2 на EDS в квадрате пополам и плюс Q. Так, ну теперь что получается? У нас все, в принципе, тут известно, кроме C1 и C2. Раскрываем здесь скобки и в принципе, можно даже здесь скобочки не раскрывать. Ну, дальше, в общем-то, пошла математика. Из, преобразуя, так скажем, наше это выражение, мы можем отсюда найти c2 минус c1, или другими словами, дельта c. Давайте я запишу конечную формулу, которая получается, да, в этой задаче. То есть дельта c будет равно 2, в скобочках q минус работа механическая, делить на EDS в квадрате. Так, и если мы подставим наши вот эти значения, EDS механической работы количества теплоты, то мы получим ответ минус 10 минус 8 степени фарад. Почему получилось со знаком минус? Смотрите, мы же находили C2 минус C1. Давайте вспомним, что такое емкость, чего зависит емкость конденсатора. И формулу емкости конденсатора через размеры, да, этого конденсатора. Эпсилон нулевое, S делить на d. Давайте вспомним, S – это площадь пластин, а d – это расстояние между пластинами. Здесь эпсилон – это у нас диэлектрическая проницаемость диэлектрика, а эпсилон нулевой – это электрическое постоянное. Так вот, у нас в конденсаторе изменяли только расстояние между пластинами. То есть увеличивали d. Если d увеличивать, расстояние увеличивать между пластинами, то емкость будет уменьшаться. Поэтому получается, что C2 будет меньше C1. Вот, поэтому ответ у нас получился со знаком минус. Так, хорошо. Давайте еще рассмотрим задачу из ЕГЭ 11 класса. Здесь уже два конденсатора, два резистора и источник напряжения. Схема у нас вот такая. Давайте начну с электрической схемы. Итак, источник напряжения. EDS этого источника нам известно. Ну, давайте ниже запишу, что EDS равно 100 вольт. 100 вольт. Дальше этот источник соединяется с конденсатором емкостью C1. Так, сразу давайте отмечу, что C1 60 микрофарад. Итак, емкость этого конденсатора 60 микрофарад. А дальше ключ идет у нас. Ключ, резистор
резистор R1, сопротивление этого резистора 10 Ом. 10 Ом. Далее, давайте смотреть, подключается еще один резистор сопротивления R2, R2 6 Ом. И еще второй конденсатор, вот он так вот подключен. Емкость второго конденсатора С2. Так, и эта емкость нам тоже известна. Так, 100 микрофарад. 100 микрофарад. Так, ну давайте еще раз посмотрим на нашу электрическую схему. Обратите внимание, что здесь имеется вот такой ключ, и ключ разомкнут. Итак, вначале конденсаторы не заряжены, ключ разомкнут. Далее что происходит? Далее ключ замыкают. И вопрос, а какое количество теплоты выделится ну, после замыкания ключа? Итак, то есть найти количество теплоты. Хорошо, давайте вначале подумаем. Смотрите, вот у нас два конденсатора, они не заряжены. Давайте я запишу, что заряд вот на этом первом конденсаторе, он равен нулю. Ну, естественно, и второй конденсатор тоже не заряжен, и заряд на пластинах вот тоже равен нулю. Так, теперь, ну, давайте не будем лениться, еще раз эту схемку изображу, но уже когда ключ у меня будет замкнут. Смотрите, ключ замкнули. И давайте подумаем, что будет происходить, когда ключ замыкают. Так. Что будет происходить с конденсаторами? Будут ли они заряжаться у нас? Ну, да, если смотреть, да, конечно, да, вот первый конденсатор заряжаться будет. Вот левая пластина положительно, так, правая пластина отрицательно, заряд на конденсаторе этом, давайте обозначим Q2. И вот в момент зарядки конденсатора, естественно, в цепи пойдет ток кратковременный. И, понятно, через резистор тоже пойдет ток, через резистор R1 пойдет ток кратковременный. Естественно, выделится какое-то тепло на этом резисторе. А что будет происходить со вторым конденсатором? Будет ли второй конденсатор у нас в конечном итоге заряжен? Давайте подумаем. Смотрите, когда замкнули ключ и дождались уже какого-то установившегося равновесия, то есть что значит установившееся равновесие? То есть когда вот этот конденсатор, все, он полностью уже зарядился, он полностью зарядился. Не забываем, что конденсатор, он размыкает эту цепь, между пластинами его есть диэлектрик. И когда этот конденсатор зарядился, все, заряд уже не идет здесь в цепи, и тока не будет, тока не будет, да. Следовательно, напряжение на вот этом резисторе R1 будет равно нулю. Давайте я так и запишу. Напряжение на резисторе UR1 равно нулю. Ну, потому что тока нет. Это в установившемся режиме. Установившийся режим. Установившийся режим. То есть, когда, еще раз повторяю, когда конденсатор зарядился и тока уже нет. Так? Так как у нас вот этот второй конденсатор соединен с этим резистором параллельно, а при параллельном соединении мы с вами знаем, что напряжения будут одинаковые, да? Следовательно, и напряжение на вот этом втором конденсаторе тоже будет равно нулю. Ну, давайте значок «следовательно» поставлю. Если напряжение на втором конденсаторе 0, значит и заряд на этом конденсаторе, давайте так словами запишу, заряд на конденсаторе С2 будет равен нулю. То есть конденсатор второй не зарядится. Не зарядится. Это тоже очень важно для того, чтобы правильно написать закон сохранения энергии.
Хорошо, все выяснили. Значит, что у нас заряжен будет только первый конденсатор. Итак, тогда мы можем записать закон сохранения энергии. Итак, в начале у нас конденсаторы, естественно, не были заряжены. Так, значит, в самом начале, до замыкания ключа, электрическая энергия конденсаторов равна нулю. Механическая работа здесь тоже не совершается никакая. Так, но когда мы замкнули ключ, посмотрите, замкнули ключ, да, то обрати внимание, что у нас конденсатор, он соединен с источником, через источник пошел заряд. Следовательно, работа источника так здесь будет присутствовать. Так, хорошо, дальше пишу равно. Уже в установившемся режиме, то есть после замыкания, да, ключа, у нас энергией обладает только первый конденсатор. Давайте вспомним энергию электрического поля конденсатора С1 на напряжение. Чему будет равно напряжение на этом конденсаторе? Давайте посмотрим. А, Понятно, что тока здесь нет, да, и в установившемся режиме. Так как конденсатор у нас соединен с источником тока, то напряжение будет равно ЭДС этого источника. То есть С1 ЭДС в квадрате пополам. И плюс еще выделилось какое-то количество теплоты, когда конденсатор вот этот заряжался, да, у нас. Вот. Осталось только сообразить, чему будет равна работа сторонних сил внутри источника. Так, работа источника — это дельта Q на ЭДС источника. Дельта Q — это Q2 минус Q1 на ЭДС. Ну, ребят, еще раз, да, напоминаю, что как же найти, какой заряд прошел через источник в момент зарядки, да, этого конденсатора С1. Это можно, еще раз повторяю, определить, как менялся заряд на пластине конденсатора. То есть вначале заряд на пластине вот этого первого конденсатора был равен нулю, то есть Q1 было равно нулю. После зарядки конденсатора заряд на пластине стал равен Q2. Вот. И разность этого заряда, разность, да, заряда на пластине — это как раз мы найдем, какой же заряд прошел через источник. Так, хорошо, пишу равно и расписываю Q2 и Q1, ну, Q1 здесь равно нулю. Значит, расписываем, находим Q2. Q2 мы можем найти как емкость конденсатора С1 на напряжение, которое равно ЭДС источника. И умножаем еще на ЭДС, то есть это получается ЭДС в квадрате. Ну, в принципе, и вся задача. Остается только подставить работу источника. Закон сохранения энергии получается С1 ЭДС в квадрате равно С1 ЭДС в квадрате пополам плюс Q. Вот, отсюда Q будет равно С1 ЭДС в квадрате пополам. Ну, если мы подставим наши значения в эту формулу, то получим 0,3 джоуля. Обратите внимание, что в этой задаче, в принципе, есть лишние данные, да, то есть не нужны нам эта емкость второго конденсатора не нужна, и сопротивление резисторов тоже здесь в этой задаче они не нужны, да, это лишние данные. Так, ну вот, в принципе, вся задача. Так, ну, предлагаю еще одну задачу рассмотреть. Хотя времени у нас мало, но постараюсь кратенько ее объяснить. Итак, следующая задача. Итак, схема состоит из источника тока, из источника напряжения ЭДС в 100 вольт и двух одинаковых конденсаторов. Емкость конденсаторов равна 10 микрофарад. Так, вначале один из конденсаторов был заряжен до напряжения У1 равное 200 вольт.
Второй конденсатор не был заряжен. Вопрос, сколько тепла выделится при замыкании ключа, то есть какое количество теплоты выделится при замыкании ключа. Итак, смотрите, задача у нас такая. Один конденсатор заряжен. Так, давайте я обозначу емкость конденсатора С и заряжен он до напряжения У1. Заряд на этом конденсаторе я обозначу буковкой Q. Дальше. Источник напряжения. Таким вот образом, ребят, посмотрите, да. Так, ЭДС. Так, и так, здесь ключик. И второй конденсатор. Второй конденсатор такой же. Емкость у него С, но напряжение на пластинах этого конденсатора и заряд, да, на пластинах, заряд точнее, да, ну и напряжение равно нулю. Итак, ключ у нас разомкнут. Итак, вот такая электрическая схема. Так, давайте я покажу, что верхняя пластиночка положительно у нас тут заряжена. Вот. Так, а нижняя отрицательно. Вот так. И этот конденсатор, еще раз повторяю, да, соединен здесь с источником, вторым конденсатором и ключом. Что дальше происходит? А дальше ключ замыкают. И вопрос, а сколько выделилось тепла при замыкании ключа в этой цепи? Так, давайте посмотрим, что будет происходить. Этот конденсатор начнет разрешаться. Так, второй конденсатор начнет у нас заряжаться, да? Так, теперь смотрите, что у нас произойдет. Давайте посмотрим, какие заряды будут на пластинах конденсатора. Здесь плюс, здесь минус был. Но так как у нас, обратите внимание, что ЭДС источника 100 вольт, а напряжение на конденсаторе 200 вольт, то есть у нас получается, что напряжение больше, напряжение на конденсаторе больше, чем ЭДС этого источника. Следовательно, смотрите, на втором конденсаторе верхняя пластиночка будет заряжена положительно, а нижняя будет отрицательно. Отрицательно. Так, ну, смотрите, заряды здесь будут разные. Несмотря на то, что у нас емкости конденсаторов одинаковые, С и С, да, но заряды здесь будут разные. Давайте позначим Q1 штрих и здесь зарядку 2 штрих. Вот почему разные? Ведь, казалось бы, они подключены, соединены последовательно с источником, да, и заряды при последовательном соединении одинаковые должны быть. Но дело в том, ребята, это только в том случае заряды будут одинаковые, если у нас конденсаторы до этого не были заряжены. Но у нас вот этот конденсатор первый, он был заряжен имел какой-то заряд Q. Вот, поэтому после соединения заряды здесь будут, ребят, разные. Это понятно, да? Хорошо. Какие здесь законы мы должны использовать? Ну, понятно, это закон сохранения энергии и закон сохранения заряда. Итак, ну, давайте начну с закон сохранения заряда. Итак, был заряд, смотрите, на верхней пластине был заряд положительный, Q. Хорошо. Дальше нет, здесь лучше, наверное, по нижней пластине смотреть, здесь будет более понятно, да, потому что здесь вверху еще источник. Давайте по нижней пластиночке, да, посмотрим. Смотрите, вот нижняя пластиночка, да, она была заряжена отрицательно, да, заряд был минус Q. Этот заряд, смотрите, ему некуда деваться. Естественно, он перешел на нижнюю пластину вот этого второго конденсатора. Поэтому вот этот заряд минус Q, он будет равен минус Q1 штрих и минус Q2 штрих. Ну или минусы здесь сокращаются, получается, что Q равно Q1 штрих плюс Q2 штрих. Вот, закон сохранения заряда. Давайте распишем эти заряды. Значит, заряд Q – это C на U1 равно Q1 штрих. Да, кстати,
Ребят, давайте обозначим здесь напряжение, чему будут равны. Здесь напряжение У1 штрих, а здесь напряжение будет У2 штрих. Значит, заряд Q1 штрих это будет С У1 штрих, заряд Q2 штрих это С на напряжение У2 штрих. Теперь давайте разбираться с этими напряжениями. Вот смотрите, чему здесь будет равно ЭДС? ЭДС, если, смотрите, оно будет равно сумме напряжений, да, но обратите внимание, что как у нас конденсаторы соединены. Вот если мы так будем обходить эту цепь, допустим, против часовой стрелки, плюс-минус и дальше минус-плюс. Поэтому здесь я запишу как У1 штрих минус У2 штрих. Вот так, минус, да, потому что, обходя эту цепь, плюс-минус, минус-плюс, да, посмотрите соединение. Да, здесь будет разность потенциалов для напряжения с минусом. Так, ну и еще что не хватает закона сохранения энергии. Итак, закон сохранения энергии осталось написать. Итак, вначале у нас обладал энергией первый конденсатор, СУ1 в квадрате пополам. Так, когда мы замкнули ключ, конденсатор не отключен от источника тока, поэтому здесь будет работа источника. Механической работы здесь нет, да, не совершается. Равно после замыкания ключа у нас энергия обладает как первый, так и второй конденсатор. СУ1 штрих в квадрате пополам плюс энергия второго конденсатора СУ2 штрих в квадрате пополам и плюс количество теплоты выделялось. Осталось только найти работу источника. Работа источника это есть дельта Q на ЭДС этого источника. А дельта Q, ну, давайте посмотрим, как менялся заряд на одной из пластин. Ну, давайте возьмем, может быть, вот второй конденсатор, вот этот, да. Вначале здесь проще всего, да, посмотреть, наверное, на второй конденсатор. Здесь заряд был равен нулю, да, а потом заряд стал равен Q2 штрих, то есть Q2 штрих минус Q. Давайте так, лучше здесь, так, давайте минус 0 лучше так, да, запишем, умножить на ЭДС. Итак, еще раз, да, какой заряд прошел через источник после замыкания ключа. Смотрим, как менялся заряд на одной из пластин конденсатора. Я беру вторую. Второй конденсатор, верхнюю пластинку, был заряд в начале 0, а дальше стал равен этот заряд Q2 штрих. Поэтому какой заряд прошел через источник Q2 штрих минус 0 умножить на ЭДС. А Q2 штрих это С умножить на У2 штрих и умножить на ЭТС. Вот. И эту работу я подставляю сюда, закон сохранения энергии, и решаю систему уравнений. Вот раз, уравнение второе и третье, мы найдем количество теплоты. Ребят, я запишу лишь конечную формулу, математику я сейчас не буду заниматься. Итак, Q равно емкость конденсатора, в скобочках ЭДС источника минус У1 в квадрате делить на 4. Итак, если мы подставим все значения, мы получим, что количество теплоты будет 25 миллиджоуля. Так, вот такая вот задача. Ребят, на следующем занятии мы с вами уже порешаем задачи с финала Олимпиады физтех. Сейчас мы только рассмотрели задачи из ЕГЭ.